Стартовала заявочная кампания 4-го сезона национального трека премии «Мы вместе», сообщил глава Ингушетии Махмут Али Калиматов в своем телеграм-канале. Глава отметил, что это отличный шанс получить поддержку от государства, привлечь внимание крупных организаций и внести свой вклад в развитие нашего общества с помощью уникальных идей и проектов. Премия пройдет до 5 декабря и включает в себя несколько этапов, от заявочного до финального. Участвовать могут все, от НКО до бизнес-представителей. Победители будут объявлены на Международном форуме гражданского участия «Мы вместе» 5 декабря 2024 года. В Ингушетии запущена новая информационная система управления проектами государственного заказа, сообщил глава республики Махмут Али Калиматов в своем телеграм-канале. Калиматов отметил, что власти уже подписали лицензионный договор на использование необходимого программного обеспечения и сформировали команду специалистов для работы с системой. Ее внедрение позволит минимизировать ошибки на всех этапах строительства, начиная с проектирования. Новая система упростит управление строительными проектами, улучшит координацию между участниками процесса и повысит общую прозрачность работы. В Ингушетии спрос на ремонт под ключ с начала года вырос на 34%. Средняя стоимость ремонта 1 квадратного метра в регионе начинается от 25 тысяч рублей, сообщила руководитель категории «Ремонт и строительство» на Авито-услугах Светлана Филимонова. По росту спроса Ингушетия заняла первое место среди регионов Северо-Кавказского федерального округа. Далее по спросу лидировала Кабардино-Балкария, за ней расположились Северная Осетия, Чечня, Ставропольский край и Дагестан. В Сунже на улице Трудовая идет замена устаревшего водопровода. Специалисты работают над участком длиной 600 метров из-за значительного износа существующей системы. Глава города Аслан Умаров и его заместитель Халид Беков инспектировали ход работ. Завершение работ запланировано до конца месяца. Для жителей на этот период организован подвоз воды. Проводимая работа является частью обширного плана по модернизации водопроводных сетей города. В Назране начался дорожный сезон в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Работы начались на улице Шеймиева протяженностью 2 километра 430 метров, ключевого участка, связывающего сельское поселение Майское и город Назрань. Работы проводятся без перекрытия дороги. Всего в городе будут приведены в нормативное состояние 9 дорожных участков. Это 15 километров дорог. Министр культуры Залина Альянова провела инспекционный визит в учреждение культуры Сунжинского района. Вместе с главой района Исой Татеевым она оценила состояние инфраструктуры и условия работы культурных учреждений. Посетив дома культуры в селах Троицкая, Алхасты, Нестеровская, а также земельный участок, отведенный под строительство исторического музея имени Серго Орджоникидзе, министр выявила потребности и проблемы, с которыми сталкиваются учреждения и их сотрудники. Обсуждение вопросов финансирования кадров и программ показало, что многие учреждения нуждаются в обновлении и реконструкции. Ингушетия присоединилась к РУ-Вики, Всероссийской интернет-энциклопедии. За месяц работы ингушской секции на сайте появилось уже 2811 статей. Разработчики позаботились о создании удобных рубрик «От науки до культуры», чтобы каждый нашел что-то интересное для себя. Редактор ингушского отдела Мусан Альгиев подчеркнул, что РУ-Вики предоставляет возможность каждому внести свой вклад в развитие контента. Некоторые статьи защищены от редактирования, чтобы сохранить точность и достоверность информации. Авторы должны ссылаться на проверенные источники, а администраторы и эксперты платформы следят за качеством материалов. На территории детской республиканской клинической больницы ведется строительство инфекционного отделения на 60 коек. На данный момент работы сосредоточены на прокладке внутренних инженерных сетей, внутренней отделке помещений и устройстве наружных сетей. Также начато благоустройство прилегающей территории. Проект реализуется в рамках программ развития здравоохранения и модернизация здравоохранения Ингушетии. Вариант коронавируса флирт выявлен в России, однако большой опасности он не представляет. Доминирующим штаммом по-прежнему остается омикрон, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Проводимый мониторинг позволяет выявлять даже единичные новые геноварианты. За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов флирт. Все они не представляют большой опасности, чем его другие разновидности, сообщили в ведомстве. При этом по-прежнему, как и во всем мире, преобладающим остается вариант омикрон, уточнили в пресс-службе. Симптоматика вариантов флирт схожа с симптомами при омикроне. Лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.
Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, который повышает до 100 тысяч рублей штрафы за несоответствующие стандартам качества коммунальные услуги для ресурсоснабжающих организаций. Документ дополняет статью 7.23 КоАП России. Согласно поправкам, вводится двухступенчатая система наказания для ресурсоснабжающей организации за некачественно оказанные услуги, например, грязную воду, отключение света и отопление зимой. По мнению парламентариев, новые санкции обеспечат максимальную защиту прав потребителей, а также улучшат качество предоставляемых коммунальных услуг.